еще датус. За иститтиdir. Цавафах яхка. За шипер яхкат. Жуа махалуз яхкай хансан бададар яхкат. Скорее хаихы хачинис духанен сумгшаги. Одна из самых частых ошибок – не идти к врачу, а заняться самолечением. Ковид – болезнь неоднозначная, симптомы у каждого разные. Повышенная температура, кашель и утомляемость – самые частые из них. Но встречаются и те, кто жалуется на кожную сыпь, раздражение или покраснение глаз. Однако при одышке уже необходимо бить тревогу. Попали мы сюда, она лечилась дома 10-12 дней. У нее поражение было 30%, ей стало хуже. Мы пришли сюда, она не могла дышать. У нее 70 поражений появилось. У меня поражение 10 было. Так как у нас дома все там дети вместе болеют, я лег с ней, вот и мы вместе лечимся. Буклас был сей, так-то яка, зяка, мазок яка, положительные эласук, так сухаир. بيناخك فقدر عموكش بواتشك Вы могли бы знать, где отдал, а затянуть даже шашей септом, шагуч миялинги, сах больницы хаду. Угрожадик хашан, масс васак внимание, чаишан, дохил утшан, рьяишан, чмалишан, масло условиишан. С лекарствами и кислородным обеспечением здесь проблем нет. В ковидном Малгобекском госпитале для больных развернуто 180 коек, 20 мест для реанимационных больных. К слову, за свою жизнь в реанимации борются 8 человек. И молодые, и пожилые. В зоне риска люди с хроническими заболеваниями всего же лечат 82 человека. Зачастую пациенты отказываются признавать то, что это коронавирусная инфекция. Маскируются под разные другие заболевания, считают, что это какое-то обычное вирусное заболевание. Но, знаете, я вот обращаю внимание, да и, собственно, вся статистика такая, что есть тенденция к тому, что заболевание протекает без высокой температуры, субфебрильная температура, которую зачастую пациенты даже не обращают на это внимания. Фатима Томова, кардиолог, на страже здоровья пациентов от коронавируса с самого начала пандемии. Врач отмечает, что вылечить ковид – это полпобеды. После ковида у больного ухудшается течение болезней сердца и сосудов. Самое грозное осложнение, на мой взгляд, как кардиолог, это тромбоэмболические осложнения. То есть это и коронаротромбозы, и церебральные тромбозы, это инсульты и инфаркты, к сожалению, это часто. Ну и тромбоэмболические осложнения, тромбоэмболия легочной артерии – это внезапные смерти. По мнению врачей, лучшая защита от ковида – вакцинация. В регионе 4 вакцины на выбор. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день привито 78% населения республики. Прививка защищает и от нового штамма – омикрона. По статистике, вакцинированные пациенты, они, во всяком случае, без смертельного исхода. То есть исход бывает довольно-таки благоприятный. Лучшее, что мы, простые граждане, можем помочь врачам, так это соблюдать меры безопасности. Особенно в преддверии новогодних праздников. Традиционная комбинация – маски, антисептик и социальная дистанция. При плохом самочувствии сразу обращаться к участковому врачу. Хава Султыгова, Хава Газикова, Мухаммад Белакиев. Новости 24.